Дорогие друзья, всем нам хочется жить вот в это непростое время в гармонии с самим собой, с окружающими, чтобы все было у нас хорошо в семье. И знаете, оказывается, вот уже лет 10 у нас в стране, ну и вообще во всем мире, очень популярным стал метод познания себя с помощью нейрографики. У нас в Якутске тоже есть такие специалисты. Вот сейчас мы поговорим, узнаем об этом методе помощи, скорой помощи себе, прежде всего, с помощью нейрографики, как вообще улучшить качество своей жизни, свое ментальное здоровье, может быть, даже. Мы узнаем все у специалиста по нейрографике, у коуча, у Антонины Поповой. Антонина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас сегодня в гостях. Очень рады, что вы пришли к нам. Но расскажите об этом методе, потому что не все знают, что такое нейрографика. Конечно, можно почитать в интернете, но все-таки... Из первых уст. Да. Да, нейрографика – это авторский метод, вот как вы правильно сказали, скорой помощи себе, но не просто палочка-выручалочка, как самостоятельно. Самостоятельно можно, да, обучиться по уровню пользователя и использовать все преимущества этого метода для того, чтобы стать более увереннее в себе, как сейчас это популярно, исполнять свои мечты, просто послав Вселенной свой запрос. Но это, конечно, не работает, если вы сами не работаете в этом направлении. Метод был придуман Павлом Пискаревым, это российский ученый, доктор наук. Он придумал этот метод, пока летел в Израиль. Как он сам рассказывает, и в его книге тоже про это рассказано, для того, чтобы ответить себе на вопросы, которые его терзали достаточно длительное время. Это помогло ему разгрузиться психологически, и он начал изучать это влияние на деятельность, на успехи, которые вот идут, сопутствуют в работе. То есть, допустим, если какая-то мысль, какая-то тревога волнует человека, да, то есть можно поработать конкретно с какой-то одной проблемой. Да. Ну или, а если вообще комплекс вот терзает меня там вообще все на свете, тогда как? Все на свете, у этого есть своя причина. И не может быть такого, чтобы терзало все на свете. Скорее всего, причина одна, то есть это в психологии, если брать. Первопричина, то есть нужно докопаться до этого. Можно начать, конечно, вот если человека все бесит, все не устраивает в жизни, можно начать, большинство, скорее всего, не устраивает, не знаю, события, например, в коллективе какие-то, погода, атмосфера, точнее, в коллективе. Человек начинает рисовать, выплескивать свой негатив. Но и постепенно начинает понимать, так, в коллективе, оказывается, меня устраивает конкретно одно. Он понял, он должен разобраться с этим уже вот конкретно подойдя к этому предмету. То есть предметно-точечно. А далее он понимает, что его раздражает, например, в коллективе конкретно, например, один человек, какая-то черта человека, не весь же человек его расстраивает, скорее всего, а какие-то действия, возможно, там, не знаю, варит себе кофе, а потом должным образом не обслуживает кофемашину, скажем. И нужно же просто подойти к человеку, объяснить, возможно, этот человек не умеет. Все, проблема решена. Далее, например, всплывает, что в детстве меня там хвалили за что-то, а почему сейчас у меня этого нет? То есть мне не хватает вот этой похвалы от окружающих. И вот так вот друг за дружкой человек начинает себя гармонизировать при помощи рисунка. Нет, допустим, я вот выплеснула весь негатив, но тот же коллега, допустим, который не умеет там пользоваться кофемашиной, то есть ему нужно просто объяснить. Да, ему нужно просто объяснить. Но он там в драку не полезет, скажет, а что ты меня учишь-то жизни? Но это уже его реакция на жизнь. Мы можем уже подстроиться. То есть если человек не понимает, то это нужно обходить. То есть получается, именно нужно рисовать тогда, когда тебе плохо. Когда ты чувствуешь себя как-то вот неуверенно,
нет такой вот спокойной, гармоничной жизни, да? Вообще во всем, в семье, там, допустим, с окружающими соседями, там, по даче, там, я не знаю, на работе. Да, ну то есть, чтобы это экологично пережить, да, это можно рисовать. Конфликты, конечно, лучше прорисовываются, они получаются очень яркие рисунки. Вот, например, подальше вот лежит рисунок, он это вот Нейрографика – это рисунок, да? это рисунок. Рисунок, связанный с нейронами мозга. Да. То есть, как бы сказать, мы должны прорисовать вот какую-то мысль, которая нам не дает покоя Да, в конкретный совершенно момент. верно. А можно нарисовать какую-то мечту, Мечту, допустим. конечно. Не что-то же негативное обязательно должно быть, а, допустим, что-то позитивное, наверное, да? Да. Ну, как бы люди вообще живут даже дольше, наверное, ну, как медики говорят, и вообще, наверное, кто наблюдает эту жизнь, проживают легко и хорошо люди те, которые позитивно настроены на жизнь. Совершенно верно. Это вот нейрографика, она как-то отвечает вот этому запросу? Да, мы сейчас, прямо сейчас даже можем это Попробовать, да? попробовать. Давайте попробуем. Какая у вас мечта? Ну, в данный момент я хочу съездить в отпуск. Отлично. Угу. Тогда прям записываем. Тема мечта. Тема прям мечта, да? Да. Ой, отпуск. Мечта. Тема мечты отпуск. Мечта. Отпуск. Да. Так. Отпуск. Угу. И сейчас я засеку 2 минуты. Угу. Вы пишете весь поток слов, которые приходят в тему, не в тему. Все, что вспомните, то пишите. Ну все, написала. Отлично. 20. Какие у вас слова получились преимущественно? Положительные или Да, конечно, положительные. супер заряженное слово какое выберете? Одно. Солнце. Солнце, отлично. То есть у вас отпуск ассоциируется с солнцем, морем Да, с морем, конечно. и веселым настроением, конечно же. Сейчас мы приступим к рисунку. Для этого у нас есть инструменты. Черный маркер, самый главный инструмент в нейрографике. Маркеры на выбор, световыделители и карандаши. То есть можно использовать разные инструменты. Здесь вы можете посмотреть, например, как будет рисунок карандашом. Это частично световыделители, вот тут. А это маркеры, да? И ниже уже маркеры у нас. То есть мы будем рисовать с вами дерево, примерно вот такое. Оно не обязательно будет похоже на дерево, которое растет в лесу. Оно будет немножко метафоричным, потому что это же все-таки ваша мечта. Самое первое, что мы должны усвоить, это вот нейрографическая линия. Мы должны научиться рисовать ее. Как видите, она непрерывистая, то есть нигде она не ломается, нигде она не прерывается. И если, например, я ее вот так вот разделю в нескольких местах, то она не будет повторяться. И как видно на рисунках, то есть ее изгибы совершенно плавные и точно такие же, какие и в природе. То есть когда вы смотрите на деревья, на ветки деревьев, то они такие тоже немножко в хаотичном, но в гармонии. Природа всегда находится в гармонии. Сейчас берем маркер черный, белый лист и начинаем рисовать. Сначала мы рисуем ствол нашего дерева. Просто берете, расслабляетесь и думаете о своем отпуске. Так. И рисуем, так как дерево растет снизу вверх, рисуем вот так вот, тоже снизу вверх. Оно может быть толстым, тонким, каким угодно. Ну, я тоже рисую, да? Да, точно так же. Линии могут пересекаться. И ствол может быть тоже какой угодно. Ну вот, до границы Вот. мы дошли. Набрали нужное количество, затем мы прорисовываем корни. То есть просто добавляем чуть-чуть деталей. Дерево же у нас просто так, не только ствол, оно должно цепляться за почву своими корнями. Для того, чтобы наша мечта реализовалась, мы много работали, трудились. И вот как раз-таки это наши корни. Рисуем линию горизонта. Она не может быть просто прямой.
То есть у нас расслабленная линия, нейрографическая линия, которая нигде не повторяется ни с одной стороны. Можете добавить немножко фона, горы, не знаю, море, может, волны, лес. У меня Что гора вам такая хочется? получилась, почка странная. Вот. Так. Далее мы рисуем крону дерева, прорисовываем, добавляем ветки. Мгм. То есть ветки растут со всех сторон, спереди, сбоку. Сейчас мы приступаем к сглаживанию углов. Как видно на примере, тут нет ни одного пересечения, которое под прямым углом. Мгм. Сейчас самое важное, мы должны скруглить углы. Получается, вот пересечение 4 линий, мы просто вот так вот сглаживаем угол. Мгм. Для того, чтобы, когда мы начинаем сглаживать, тут наступает такой эффект медитации, можно сказать, медитативный, но иногда некоторым, кто заходит в тему, выбирает тему рисунка достаточно сложную для себя, либо противоречивую, то у них начинаются побочные эффекты, можно сказать. Кашлять начинают, чувствовать жар, Даже так? даже так, ругаться начинают. С ума сойти. То есть начинает мозг работать, и чем дальше в лес, и чем дальше мы прорисовываем наше дерево, то человек начинает вспоминать все эти образы, Мгм. которые связаны с этой темой. И здесь каждая линия — это мысль. То есть сколько линий вы прорисовали, от этого зависит качество рисунка и качество проработки темы. Я как специалист помогающей профессии, как коуч, использую для разгрузки клиентов, потому что не все могут с первого раза сформулировать свой запрос. А ведь к коучу приходят люди, уже проработанные и знающие, что они хотят. То есть просто не знают, как добраться от точки А до точки Б, как построить путь. Есть начало, есть пункт назначения, а вот как добираться, это уже прорабатывается вместе с коучем. И тут то же самое. Ведь нейрографику можно использовать не только для решения своих каких-то личных целей, потребностей, можно использовать также для того, чтобы решить бизнес-вопросы. Как развивать бизнес, в какую сторону двигаться, какие сферы охватывать. И это все можно прорисовать при помощи нейрографики. И достаточно хорошо у людей получается спрогнозировать будущие свои действия. То есть вот так вот с помощью рисунка, да? Да, при помощи рисунка. Ведь во время рисунка мы забываем условности, мы немножко превращаемся в детей. Когда Ну да. ты непринужден, выбираешь цвета просто потому что хочется, а не нужно. Мгм. Мы себя освобождаем не только эмоционально и психологически, а также мышечную, возможно, силу какую-то освобождаем при помощи рисунка. То есть мы чуть-чуть себя напрягаем, ручки работают, потом мы весь день в гаджетах, за компьютером. Ну да, тут уже забываешь, как держать ручку в руках. Да. И вот моторика наша начинает работать и подает сигналы в мозг. Вот. Сейчас вот мы почти закончили прорисовывать все, сглаживать углы. И сейчас мы будем рисовать плоды. То, что мы не просто вот действие уже совершили в отпуске, а что мы получим от этого отпуска. Как раз-таки про что вы говорили: здоровье, Мгм. отдохнувшее тело, разум. Так, кажется, завершили. Сейчас мы рисуем круги на дереве. Круги могут быть как в кроне, ну, где угодно. Куда хочется поставить, туда ставим.
Они могут быть абсолютно любого размера. Вот как здесь, например, маленькие, большие и так далее. Овалы могут быть или именно круг? Именно круг. Именно круг. Какого цвета? Тоже Черный. черный? Также черный. Достаточное количество, которое хочется прорисовать. Можно закруглить прям, чтобы было очевидно, что тут круг. Чтобы тоже не было углов. Это вот круги, которые... Круги обозначают, как я уже сказала, плоды, результат нашей деятельности, результат нашей мечты, то, что мы ожидаем получить, а может и даже не ожидаем, но получим в конце. Один круг или сколько? Несколько нужно? кругов. Несколько кругов. И затем мы сможем подписать даже, что обозначают эти круги. Вы сможете затем проанализировать для себя, что этот рисунок вообще нес в себе и каким результатом вы пришли. Сейчас я быстренько это все разрисую. Так, вот это вы сказали закруглить. Обязательно. А почему должны обязательно закруглять? Потому что углы, треугольники — это в нейрографике, именно в методе, считается конфликтом. То есть треугольник — фигура конфликта. Углы тоже. И мы должны сгладить все вот эти конфликты. То есть я же говорила, что каждая линия — это одна мысль. И эти мысли друг с другом могут не согласовываться. Мы их примеряем таким образом и делаем из них единое целое. Мы должны мыслить в одном направлении, отстроить, научить свой мозг, свой организм думать в нужном русле. Чтобы, например, ваша мечта быстрее реализовалась, чтобы страх, если вы прорабатываете страх, чтобы он быстрее ушел. Либо если это волнение перед экзаменом, чтобы это волнение ушло не просто вот это же энергия большая, чтобы эта энергия ушла не в пустоту, в подготовку, точнее, на подготовку ушло и на уверенность, на громкий голос во время экзамена, что профессор, например, может не оценить, если будешь сидеть очень тихо и говорить свой ответ и страх. Это верно. Итак, мы завершили рисунок. Вам все нравится? Да. Все гармонично? Ну, Отлично. Выбираем цвета, любой инструмент, карандаш, цветовыделитель, маркер. Ну, лучше маркер, мне кажется. Да, он ярче. Вот хотелось бы желтый. Что я должна сделать? Начинаем закрашивать с любой стороны, какой вам хочется. Вот, например, мне розовым хочется закрасить здесь. То есть до линии, да, мы закрашиваем? Вот именно белые пространства, которые остались? Да, белые пространства. Белые пятнышки. Вот так вот закрашиваем, даем энергии. Например, желтый для вас обозначает солнце, скорее всего. Да, вот как-то я так подумала. И мы наполняем энергией наше дерево. Энергией солнца. Например, для меня розовый — это радость. Я наполняю радостью с этой стороны. Например, с другой стороны. Это нужно вообще все закрасить, все пространства желтеньким? Или я могу любой другой цвет взять? Можно выбрать любой другой цвет. Можно закрашивать любое количество ячеек, можно сказать так, в любые цвета. Главное, чтобы была пара. То есть Ну вот мне кажется, я возвратилась в детство, в детский сад. Вот так вот сидеть, раскраски, чтобы не выходить за линии там
вот эти черные границы. За контур. Ну, пожалуйста, вот я закончила, грубо говоря, так вот. Так вот. Не останавливается, Все, не отпускает. все. Так, мы закончили. В рисунке все устраивает, ничего дополнить не хочется. Ну, как-то здесь пустовато немножечко, но я думаю, достаточно, потому что перебор, мне кажется, это тоже плохо. По рисунку можно определить, то, что, ну, сейчас я вижу, что у вас достаточно хорошая подготовка к отпуску, прям со все спланировано, все детально, и вы достаточно открытый человек и доверяете окружающим, миру в целом, Вселенной, потому что фон, ваш фон окружающий, оно все полностью белое, и в рисунке, в нейрографике считывается как, если что-то остается белым, вон там мы допускаем присутствие других людей, воздействие других людей, например, все что угодно может. Мы это все допускаем, и мы свободно к этому, свободно относимся к этому. То есть если бы ваш рисунок был перегружен, например, был полностью бы закрашен, то мы бы поняли, что вы хотите все контролировать. В этом рисунке закрашено прям 100%, то есть тут есть мнимая как бы иллюзия того, что человек доверяет, но Никому не доверяет. Никому не доверяет, все контролирует, перепроверяет. И в каждом рисунке можно точно так же считать. Белый цвет — это тоже цвет, это пространство, воздух, который необходим любому процессу. Итак, берем снова черный маркер и проводим одну большую жирную линию снизу доверху, чтобы она нигде не прерывалась. Вот так вот. Мы придаем дереву нашей мечты силы. Вот. И это будет как основная наша энергия, которая течет. Мы, конечно же, потом это все сгладим. То есть пересечения новые же образовались, их необходимо будет сгладить. Сейчас мы обратно возвращаемся к нашему списку, переворачиваем тот листочек и на нем снова пишем 20 слов. Так, все, время пришло. 20 слов — это опять связано с отпуском, да? Или как? Просто сейчас какие у вас? Какие ощущения, да? Появились негативные слова? Да нет. Нет, есть у меня вот здесь вот проблема, слово одно. Потому что когда я рисовала, когда начала раскрашивать, я вдруг поняла, что какие-то вещи я тут как-то упустила. Вот в этом месте надо было закруглиться, вот в этом месте, в этом местечке, вот тут. Ну, то есть, ну, это новое я нарисовала. Но где-то в каких-то местах я увидела, ну, может быть, это маленькие проблемки, но проблемы есть. Куда же без них? Мы прорисовали нашу тему, выявили, что есть какие-то упущения, то есть стоит обратить внимание. И если мы видим то, что это в корнях в основном, то есть в подготовке есть какие-то упущения, то есть стоит обратить надо внимание. Уделить внимание. Да, кстати, в корнях вообще, кстати говоря, очень много упущений. Но это надо как-то, видимо... Ну, на самом деле, я еще даже не купила билет, это просто как мечта. То есть нужно как-то детализировать, да, видимо, весь этот процесс. То есть нужно продумать, где я буду отдыхать. Я знаю, с кем я буду отдыхать, но где, на какие средства весь этот праздник будет, самое главное. Ну и были бы средства в этом плане. Вот, тогда все было бы чудесно. Ну, значит, корни вот как раз оголили все проблемы, те, которые Да, вы на самом еще деле не задумывались Да, про не них. задумывалась. Но я верю людям, это радует. Да. Вера не потеряна. Давайте Это здорово. заложим. Вот, например, вы выявили, что есть проблемы. То есть мы уже знаем то, что есть. Нужно сесть, прописать план. Достаточно этого будет. Самое заряженное слово с какое получилось? Солнце. Также остается солнце. Подождите, а у меня оно есть или нет? А его уже, кажется, нет. Его здесь нет. И из этих слов тогда самое заряженное? Из этих легкость. Легкость. Ага. Ну, то есть
те слова, которые повторяются, они просто указывают на то, что к чему мы стремимся, что мы готовы сейчас принять, сделать и так далее. Но самое главное то, что в итоге рисунка мы поняли, что необходимо делать план. Да, оказывается, да, действительно. Вот это удивительно, но просто реально я поняла, что я готова к отдыху, но оказывается не совсем. То есть нужно действительно создать план. Ну здорово, это удивительно, я даже не верила, что вообще такое возможно. Ну то есть, смотрите, к вам обращаются люди, которые... Вы их просто учите обратить внимание на какие-то детали, да? Да. В своем, скажем так, самосознании, что ли, да, видимо, поток сознания. То есть то, что мы сейчас делали, это, я так полагаю, что это наш поток сознания, да? Да, То, да. что мы выплескиваем на бумагу, совершенно хаотично, совершенно не задумываясь, да? Да. Ну, стараться абстрагироваться от всего и постараться как-то вот погрузиться в этот рисунок и делать все очень спонтанно и хаотично, да? В этом главный принцип. Да, А потом всё верно. уже заниматься прокраской. И, кстати, я очень старалась, но оказывается, смотрите, мечты мои, вот они все какие-то закругленные, да, вот как вы говорите, а внизу корни, это то, что я должна была, ну, реально то, на чем зиждется моя мечта, да, а она оказывается такая, ну, так себе. Вот, это нужно как-то поработать, да, над этим. Да. Даже по Вот, у меня в цвету голове можно уже сказать. сразу вот как-то порядочек образовался в этом плане. Ну, а вообще к вам обращаются вообще с любой абсолютно проблемой. И так можно, кстати, дома, сидя, самостоятельно нарисовать мечты, свои проблемы какие-то, да? Лучше в сопровождении Все-таки специалиста. специалиста, Да. нейроспециалиста. да, Можно по на YouTube нейрографике. просто найти. На YouTube очень много Объяснений? не объяснений, там есть записи рисунков. То есть сидит специалист, рисует, вы видите его рисунок, и он параллельно объясняет, что делать, как делать. И примерно в конце, но он, конечно, не даст вам вот конкретно здесь, например, цвета у вас тяжелые, это, скорее всего, ну, говорит о том, что вы зациклены сейчас, например, на этом, а мечта, например, легкая, будущее. Очень легкая, ясная, даже есть белый цвет, пространство допускается. Специалист онлайн, ну, то есть запись, он, скорее всего, вам это всего не объяснит, а при личной встрече вы сможете обсудить более глубокие вопросы. То есть реально, что мучает твое самосознание, даже понять себя бывает очень сложно. Но мы даже когда спим, нам снятся сны, и мы пытаемся заглянуть, да, в себя поглубже. Что же мы есть и как нам, как говорится, с этим миром контактировать. Взаимодействовать. Да. Вот. Ну, а вот этот способ, ну, очень удивительный, интересный. Так что, друзья дорогие, берите на вооружение и попробуем, да?